серьезных государственных делах, документов, которые, судьбоносных документов для нашей республики. Мы не первый день уже в работе, хотя я лично в рабочую группу не входил, но стоит поблагодарить ребят, которые этим делом занимались не один день. Я еще раз подчеркну, работая уже не один день над данным проектом договора, было уже много сказано, и я свою позицию не раз обозначал. На этот счет у меня свое представление, так же, как я уважаю мнение каждого из вас. У нас есть базовый договор 2008 года, совершенно справедливо. Леонид заметил, что покажите мне в этом мире идеальный, совершенный документ, который не претерпевается со временем дополнений, изменений. Скорее всего, такого документа нет. Но говоря о документе и договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией 2008 года, у меня в первую очередь, я смотрю на этот договор как на документ исторический. Исторический, который связан с признанием нашей государственности Российской Федерации. И исходя из этого, хочу сказать следующее, то, что в моем видении было представление такое, что его можно дорабатывать, туда можно вносить соответствующие предложения. Президент Республики Абхазия, как верховный главнокомандующий, безусловно, в свете тех событий, которые имеют место быть в современном мире, обязан беспокоиться о внешней безопасности, о внешних угрозах. И, соответственно, этот документ был нам спущен сюда, в парламент, для обсуждения. Это его видение. Мое видение на этот счет, то, что Российской Федерации проект был первый нам представлен на доработку, на обсуждение. В общем, в таком виде, в каком он нам был представлен, он был, мы уже говорили, не будем повторяться, для нас неприемлемым. В ходе была создана рабочая группа. Если говорить по тексту, исходя еще раз, говорю, подчеркиваю, обозначая свое мнение, что я остаюсь убежденным сторонником того, что развивая наш исторический документ, хотелось бы сказать, что невозможно, находясь в парламенте или вообще в нашем обществе, если ты переживаешь за судьбу нашей государственности, оставаться в стороне в свете тех событий, которые происходят. И непосредственно по тексту, который был выработан в парламентской рабочей группе, после чего у нас появился спустя некоторое время последняя версия, над которой мы сегодня здесь работаем, и предлагаю ввести свои поправки. Это непосредственно касаемо полное открытие границы на реке Псоу, поэтапно, разумеется. Этого не было, насколько мне известно, в втором проекте парламентском. Там же ничего не было сказано о координационном совете, хотя сейчас он, по-моему, именуется информационно-координационный совет. Тоже эта статья была исключена. Конечно, я понимаю, что такое работа над документом, когда люди собираются, там специалисты, они вносят свои коррективы. Невозможно так, чтобы все были едины, схожи в этом мнении. Но здесь есть те позиции, то, что говорил Алмаз, некоторые моменты, они, если с уважением, мы с уважением относимся к труду наших коллег, здесь некоторые позиции тоже не учтены. Я не буду отвлекать много вашего внимания, я просто хочу сказать, что тот документ, который сегодня мы рассматриваем, в моем понимании, это мое мнение, с таким документом ехать и садиться за стол переговоров с нашими партнерами стратегическими, с нашими друзьями из Российской Федерации, просто, я считаю, неприемлемо. Это мое мнение, я благодарю вас за внимание. Юра, предложи свой вариант. В чем дело? Валерий Ильич, я благодарен за то, что вы меня выслушали. Я буду выслушивать вас столько, сколько будет нужно. И опять-таки здесь с уважением.